Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан принимает участие в китайской товарной ярмарке. В Туркменистане ожидается жара до 40 градусов Цельсия. Белавия снизила цены на ряд транзитных рейсов между Россией и Туркменистаном и другие новости. Продукция из Туркменистана представлена на китайской товарной ярмарке «Кашгар. Центральная и Южная Азия», которая проходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Стенд с туркменскими текстильными и ковровыми изделиями привлек внимание посетителей. Ярмарка нацелена на создание экспорт-ориентированной экономической стратегической платформы, обращенной на регионы Центральной и Южной Азии. В Туркменистане синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха к концу недели. Температура в стране поднимется с относительно прохладных плюс 34 градусов Цельсия в начале недели до плюс 40 к выходным. В Ашхабаде ожидается малооблачная погода. Дневная температура воздуха достигнет плюс 38, плюс 40 градусов Цельсия, в то время как ночью столбик термометра опустится до плюс 20, плюс 26 градусов. Схожая погодная картина наблюдается и в регионах страны. В Туркменистане стартовала выставка-ярмарка Kids Expo «Все для детей». Посетители форума впервые смогут проголосовать за понравившиеся стенды с помощью СМС, отправив код стенда на короткий номер 0590. Голосование проводится в 3 категориях: лучшее обслуживание, самый удобный и самый интересный и полезный стенд. Процесс голосования полностью прозрачен, результаты транслируются в режиме реального времени на официальном сайте turkmentv.gov.tm. Принять участие сможет любой желающий, при этом с одного номера телефона можно отправить только 1 голос в сутки. Белорусская авиакомпания «Белавия» объявила о снижении цен на ряд транзитных рейсов, соединяющих Россию и Туркменистан через Минск. Специальный промо-тариф будет действовать до 26 октября на маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Туркменбаши и обратно. Акция распространяется на следующие направления: Москва, Минск, Туркменбаши, Санкт-Петербург, Минск, Туркменбаши, а также обратные маршруты через Минск. Новую информационную контент-площадку «Каспий сегодня» презентовали на 9-м Каспийском медиафоруме, который прошел в Астрахани. Посетители платформы смогут просматривать новости на 6 языках, в том числе на туркменском. Журналисты стран Прикаспия приглашены к участию в работе «Каспий сегодня». Делегация Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огусхана посетила с ознакомительным визитом научно-технологический парк в городе Мешхед, иранской провинции Хорасан-Резави. Визит проходил в течение 3 дней, в течение которых туркменские специалисты ознакомились с возможностями научно-технологического парка в Мешхеде, в нефтехимической, электронной и других областях. В рамках круиза на Северный полюс участница экспедиции Дарья Панченко исполнила фрагмент из всемирно известного балета «Лебединое озеро» прямо на арктическом льду. Это выступление можно считать самым северным балетным представлением в истории. Дарья встала на пуанты практически у самого Северного полюса, танцуя на фоне величественного атомного ледокола «50 лет Победы». Житель английской деревни Ламборн Эд Поунелл совершил необычную покупку на аукционе. За 150 фунтов стерлингов он стал обладателем куриного яйца идеально круглой формы. По словам экспертов, вероятность обнаружить такое яйцо крайне мала – 1 случай на миллиард. Эд намерен сохранить уникальный экземпляр, но пока не определился с тем, как именно это сделать. Футболисты национальной сборной Туркменистана Дидар Дурдыев, Эльман Тагаев и Мурат Анаев посетили выставку Kids Expo в Ашхабаде, где пообщались с детьми на стенде Федерации футбола Туркменистана. Спортсмены сфотографировались с юными болельщиками и раздали подарки, вызвав восторг у подрастающего поколения. Алты-Насыр будет проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2024-25 на стадионе Капидак в Ашхабаде. Напомним, соперниками Алты-Насыра в группе «Б» станут саудовский Аль-Таавун, иракский Air Force и Аль-Халдия из Бахрейна. Матчи группового этапа пройдут с 17 сентября по 5 декабря. Первый домашний матч Алты-Насыр проведет во 2-м туре. 2 октября на стадионе Капидак связисты примут клуб Аль-Халдия. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.